Это вечерние новости в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в программе. Хатас и Нижний Бестяг. По этому направлению официально открыт автозимник через Лену. Развитие села. На это направление выделено 2 миллиарда рублей в республике. Комментарии главы Якутии. Воспитатель года. В Якутии в конкурсе педмастерства участвуют 30 специалистов со всей Якутии. Жительница Устьянского района привлечена к ответственности за распространение недостоверной информации о вакцинации. Отмечается, что по данному факту составлен протокол об административном правонарушении, проводится проверка. Населению напоминают, что злоупотребление свободой массовой информации влечет наложение административного штрафа. На граждан это в размере от 30 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц от 60 до 200, на юрлиц от 200 тысяч до полумиллиона. Автозимник через Лену открыли от села Хатасы до Нижнего Бестяга. Движение открыто для автомобилей с общей массой до 3 тонн. Объект сегодня принят комиссией по контролю проверки грузоподъемности переправы на льду, состоящей из представителей управ Автодора, Якутии и ГИМС. На ледовом зимнике протяженностью свыше 20 километров имеются 2 основные полосы движения, 2 резервные. Для соблюдения норм безопасности управлением автодорог Якутии организована на берегах реки круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксации. В текущем году на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» в республике направлено свыше 2 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард 800 миллионов рублей выделены из федерального бюджета. Цитата: «Независимо от того, живут люди в городе или на селе, для них должны быть созданы равные условия для достойной жизни. Позитивные изменения, направленные на повышение качества жизни в сельских территориях, позволят молодежи закрепиться на селе». Ключевым приоритетом в этой работе является реализация госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий, считает глава республики Айсен Николаев. В селе Амга жители дома 22/6 по улице Короленко обратились с жалобой в Государственный строительный жилищный надзор республики с многочисленными проблемами со стороны управляющей компании. 23-квартирный дом был введен в 2016 году по программе обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Как утверждают жильцы, с момента ввода дома начались проблемы с работой УК. Например, зимой промерзали трубы водоснабжения и канализации. По вентиляционной трубе в квартиры попадает дождь и снег. По факту жалоб жильцов из Якутска был направлен инспектор Госстройжилнадзора и организована также комиссия в составе представителей жильцов этого дома, улусной администрации и управляющей компании. Мы провели инструментальные замеры температурного режима помещений данного многоквартирного дома. Ну и заодно еще проверили анемометром работоспособность системы вентиляции. И в ходе контрольных мероприятий выявили нарушение требований жилищного законодательства. И в связи с этим в отношении обслуживающей организации мы им дадим предписание о том, чтобы они устранили нарушения и привлечем их к административной ответственности. В Якутске состоялась презентация Института геокультурного развития. Сотрудники нового учреждения встретились с представителями Минкультуры и духовного развития и с приглашенными экспертами из других регионов. В ходе этой работы были обсуждены проекты и миссии нового института. Цель учреждения – продвижение новой геокультурной идентичности Якутии. Институт будет реализовывать социокультурные проекты не только на территории Якутии, но и в России и зарубежных странах мира. Отметим, что институт начал работу в июле текущего года. Руководителем является государственный советник республики Андрей Борисов. Значит, мне кажется, это очень важный проект для развития республики, для культурного, социально-экономического развития. И я должен сказать, что Якутия выступает здесь в этом процессе новатором, поскольку до сих пор геокультура и геокультурное развитие нигде так интенсивно не приняты, как в Якутии. Я работаю в Якутии с 2013 года, и как раз концепт геокультуры показывает, насколько Якутия, якутяне эффективно используют возможности инновационного развития.
Декада зимней подписки стартовала в отделениях Почты России. Оформить подписку на газеты, журналы на первое полугодие следующего года можно с хорошей скидкой. Издательские дома вместе с почтой снизили цены до 30% на более чем 700 изданий. 23 из них региональные, 25 районные. Кроме того, в отделениях идет акция под названием «Дерево добра». В ее рамках можно подарить подписку на издание детям из детских домов, школ-интернатов, пожилым людям и инвалидам из домов престарелых. Декада зимней подписки продлится до 16 декабря. В акции участвуют более 700 изданий, как федеральных, так и республиканских. Мы считаем очень важным поддерживать институт подписки, предоставляя в том числе значительные скидки совместно с нашими партнерами, издателями республики. В целом в 2021 году было оформлено подписки более 107 тысяч изданий. При этом 80% из этого числа это подписка на местные издания, то есть республиканские и районные газеты и журналы. В Якутии выберут лучшего воспитателя этого года. Сегодня в здании Института развития образования и повышения квалификации педагогов торжественно открыли конкурсное мероприятие. В связи с пандемией конкурс проводится в онлайн-формате. Впрочем, такая организация, наоборот, расширила число участников. В этом году за звание лучшего работника дошкольного образования свое педмастерство покажут 30 воспитателей. Среди них есть педагоги из северных районов. Раньше они в связи с отдаленностью редко принимали участие, а сам конкурс состоит из 3 основных этапов. Имя победителя будет известно в конце этой недели. Большим волнением ждем этот конкурс, поскольку это одно из таких знаменательных событий вообще в системе образования, не только нашей республики, но и страны. Да? И, конечно, каждый конкурс, который мы проводим, он проходит на таком очень высоком уровне. Да? И поскольку наша республика является передовым по дошкольному образованию по всей стране, это признают многие эксперты, но и на международном уровне. Да? Поэтому, конечно, республиканский этап он проходит на очень высоком уровне, на высоком профессиональном уровне, я бы хотел отметить. В Алекминском районе подвели итоги работы профсоюзных первичных организаций. Всего в Улусе 32 профсоюзные организации в сферах транспорта, промышленности, связи, образования, медицины, культуры и других направлений. На мероприятии отметили благодарностями и наградами лучшие профсоюзы района, а также председателей и заместителей председателей профсоюзных организаций. Сегодня мы собрались и отметили наградами Федерации профсоюзов республики наших председателей, которые уже не первый год работают. К сожалению, пандемия не дает возможности провести широкомасштабные мероприятия, но тем не менее мы собрались, поблагодарили людей, отметили их заслуги. Волонтеры России отметили Международный день добровольцев. По данным, количество волонтеров в Якутии растет с каждым годом. На сегодня их около 60 тысяч человек. В республике реализуют множество социальных проектов, в том числе и по линии культуры. Например, основной проект волонтерского библиотечного движения «Библиомобиль» успешно реализуют с января этого года. Завершился первый республиканский фестиваль короткометражных фильмов под названием «Республика кино». Всего на участие в конкурсной программе фестиваля было направлено 110 заявок, из них отобрали 16 лучших фильмов. Какие кинокартины стали лучшими, расскажет наш корреспондент Саргалана Неустроев. Именно с короткого метра и начинается история любого режиссера. Потому фестиваль «Республика кино» стал отправной точкой для каждого из участников конкурса. Никаких жанровых, бюджетных и технических ограничений. Самое главное – полет фантазии автора, его видение и реализация. Короткий метр, он всегда привлекает новые имена из разных сфер, и многие режиссеры по традиции сначала снимают короткий метр и затем уже переходят к большим формам. Да, это помогает им понять идею, понять свой стиль. Участие в конкурсе приняли самые разные режиссеры, от начинающих до уже опытных киноделов. Для многих из них фильмы стали возможностью выплеснуть эмоции и поведать зрителю историю из своей жизни. Звание лучшего фильма на этом кинофестивале заслужила анимационная работа Сарданы Барабановой. На сцену режиссер вышла вместе со своей командой. Над кинокартиной они работали более 3 лет.
Мы снимали сначала воспоминания в Татинском улусе, все сега проехали, снимали. И потом очень долго думали, как вообще этот фильм сделать, как передать эти истории вообще нынешнему поколению. Долго очень думали, 2-3 года, наверное. И потом только вот идея пришла, что нужно лучшее решение – это нарисовать эти истории и сделать анимацию. Сардане Барабановой вручили сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Символическая сумма для целой команды аниматоров, сценаристов и других членов съемочной группы. Однако самое важное, что им дал кинофестиваль – поддержка самой крупной якутской кинокомпании «Саха-Фильм» и возможность дальше продвигать свой короткий метр на престижных кинофестивалях. Кроме того, теперь точно можно говорить о том, что традиция организации ежегодного фестиваля «Республика кино» положена. Это у нас первая проба, и это была идея Сарданы Революны Савиной. И вот как раз в преддверии этого фестиваля 30 ноября она была назначена на должность руководителя Саха-фильма. Этот фестиваль – это непосредственно ее детище. В будущем, да, в министерстве есть планы ежегодно продолжить вот именно фестиваль короткометражных фильмов. Завершением первого республиканского фестиваля «Республика кино» стало ясно. Новая эпоха якутского кино уже наступила, а ее расцвет вы наблюдаете прямо здесь и сейчас. Это доказала и вовлеченность якутян в кинопроизводство. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. Сборная Якутии выступит на фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса под названием «Готов к труду и обороне. Игры ГТО». Соревнования пройдут в Белгороде. Их участниками станут более 300 спортсменов из 56 команд. Якутию представят 6 человек с наилучшими результатами в своих возрастных группах. Сегодня команда встретилась с руководством регионального центра ГТО. В ходе встречи спортсмены получили форму, которую подготовили специально для грядущего старта. Игры ГТО пройдут с 8 по 12 декабря. В принципе, настрой у нас боевой, все как бы заряжены. Хотим очень выступить, уже прямо рвемся как бы. Ну, здесь мы прошли двухнедельную как бы подготовку, попробовали все виды, которые будем там показывать. Ну, если все выполним удачно, надеюсь, мы покажем хороший результат. Итоги дня подведем в 8 часов ровно на Якутии 24. До встречи.